Мы находимся на улице Красноярова, 22. За мной пустырь. И этот пустырь предназначен для первого инвестиционного проекта республики с участием инвестора, который построит здесь жилой дом. И вместе с тем здесь будет деловой центр для инвалидов на первом этаже. Таким образом обеспечиваются государственные обязательства по социальным гарантиям инвалидам. При этом из государственного бюджета не тратится ни одной копейки. Все делает инвестор. Использование помещения первого этажа – это привилегия городского общества инвалидов. Затраты по подготовке помещения для инвалидов инвестор берет на себя. Трудоустройство инвалидов – одна из задач, которые хотят решить с помощью этого центра. И мы сейчас в гостях у Министерства труда и социальной защиты Республики Саха-Якутия. Выясним его отношение к этому делу. На данный момент в нашей республике, в частности в городе Якутске, у нас нету площадей, где бы работали наши инвалиды. Могли бы трудоустраиваться, где могли бы обучаться. Но техникум-интернат, конечно, у нас есть. Там обучается большое количество инвалидов, но большинство все-таки неохватываемо. И поэтому вот такие вот центры, деловые центры для инвалидов, это же не только приобретение какого-то умения, навыка, да, профессии. Это же сам социум, который мог бы помочь нашим инвалидам, чтобы успешно социализироваться в обществе. Вот в этом-то, в принципе, и есть основная задача. Мы должны стимулировать, чтобы и предпринимателей, и общество само, да, чтобы инвалиды могли работать. Люди хотят сначала иметь профессию хорошую, и потом уже начинать зарабатывать хорошие деньги, скажем так, да, потому что хороший специалист, он всегда в цене. Просто тяп-ляп дать человеку какую-то профессию, и чтобы он там сидел на МРОТ, например, это же тоже не дело. Поэтому те люди, которые вот будут проходить обучение, они должны быть востребованы самим обществом, чтобы иметь хорошую заработную плату. Тогда уже без оглядки они могут идти учиться, работать по той специальности, по которой они получат. В данный момент этот проект уже обретает уже четкие черты. Я думаю, что это здорово, потому что это даст возможность людям приобрести навыки, умения, и потом уже социализироваться, адаптироваться. Это будет предназначено для всех инвалидов республики. Я думаю, что такой шанс нельзя упускать. И то, что вот таких объектов рядом с нашими регионами пока нету, я думаю. И я думаю, что вот это будет пока у нас единственный проект такого рода. Мы находимся сейчас прямо на площадке будущего делового центра. И с нами Гаврил Тимоханов, представитель общества инвалидов Республики Саха-Якутия. Вообще постройка самого делового центра, она в корне изменит жизнь именно для активных людей, которые, несмотря на какую-то болезнь, на недуг, занимаются активной жизненной деятельностью. Вот я, например, занимаюсь с момента болезни 2013 года строительством, да, вот у меня ИП свой зарегистрировано, но в силу обстоятельств, так как нету своего какого-то места, мы все в разбросах, там человек 10, если есть, они находятся, ну, в тесной связке мы находимся, но такого места, где бы нас объединили, мастер-классы бы проводили, какие-то, может, пояснения по законодательным каким-то моментам, такого нету. Это как бы уже выход идет, если мы говорим о бизнесе и для расширения, например, возможностей, стоит учитывать вот этот шаг от инвестора. Если он построит там жилой дом с выделением каких-то квадратов для инвалидов, соответственно, это выход и для заселения из ветхих домов обычных граждан, да, и вместе с инвалидами мы входим, например, в новые апартаменты. Грубо говоря, инвалиды, которые работают, могут самоорганизоваться какое-то общество и уже обучать других инвалидов. Да, мы все на одной волне, будучи активными инвалидами и как бы имея какую-то медийность, мы своим примером помогаем тем же людям, которые вот недавно пришли в инвалидность, или
решившие, например, как-то поменять свою жизнь, не теряя чувство какого-то жизненного состояния, да, упадка, а брать и делать какие-то вещи, которые наряду со здоровыми людьми у нас получается очень даже хорошо, например. Это деловой центр бы помог бы и развиваться, притягивать другие силы и организовать именно работу с инвалидами. При таком положительном каком-то расположении духа и с той стороны, и с нашей стороны. Обращение простое: давайте вместе работать и делать для людей основные наши добрые дела, которые бы сплотили нашу Якутию. Что касается от делового центра, я думаю, что тут уже все согласились, и нужно просто сейчас поставить точку нормативно-правовым актом и уже начать двигаться в эту сторону строительства объекта. Что касается там нормативно-правовых актов, то я думаю, что и общество инвалидов города Якутска, и общество инвалидов вообще ВАИДа, они должны курировать, и мы в этом активно будем помогать им. Инвестор предложил Республиканскому обществу инвалидов по такому же принципу построить жилой дом и отдать первый этаж под нужды инвалидов по улице Чкалова, 28, города Якутска. Территория строительства – старые цеха учебно-производственного комбината инвалидов. Срок аренды земли у государства истек, и старые объекты учебного комбината не соответствуют градостроительному кодексу столицы Якутии. Но и сам комбинат уже давно не оправдывает надежды и нужды инвалидов. Пока Республиканское общество инвалидов данную площадь решило выделить под гостиницу для инвалидов-диализников. Сейчас мы находимся возле учебно-производственного трудового комбината инвалидов. Вот он за нами стоит, да? Здесь была недавно комиссия, она еще принимать решение будет. Говорил, но вы здесь предполагали, здесь очень большая территория, да, что здесь будет гостиница для диализников, правильно? Да, нашелся инвестор, который, в принципе, готов принять участие в постройке жилого дома с выделением первого этажа для гостиницы, именно для диализных пациентов. Что для нас, конечно же, как манна небесная для тех остро нуждающихся людей, приезжающих с района и проходящих гемодиализное лечение. Здесь с помощью, например, постройки жилого дома с такой же гостиницей, да, внизу, на первом этаже, мы бы решили проблему некоторых людей, которые очень-очень нуждаются в такой комфортабельной, благоустроенной территории, где они могли бы в одной кучке содержаться, и мы могли бы с ними работать, какие-то виды, программу какие-то изводили, реабилитационные какие-то моменты, психологов приглашали бы, вообще работали бы с ними на одной волне. Пора уже обращать внимание на вот этот самый незащищенный слой населения, да, который нуждается именно в таких вспомогательных каких-то вещах от правительства, от людей. Мы теми вещами, которыми мы занимаемся, да, активисты, мы сами инвалиды, мы пытаемся донести до общества, что эти дела очень нужны, благотворительность, добрые дела по отношению к людям с инвалидностью. И здесь, вот, как я сказал, если кластер он будет, соответственно, мы здесь можем какие-то свои работы проводить с общественностью или иные какие-то виды деятельности можем проводить. Так же, вот, как я ранее говорил, отдыхать, жить и работать. Все в одном месте. И насколько облегчится жизнь человека, если это будет в одном месте. И дай бог, чтобы этот периметр, не знаю, расширялся, потому что зал такое место, что уже все старенькое, в принципе, расширение только пошло бы нам на пользу. Даже инвестор говорит о том, что надо здесь развивать, как говорил Гавриил, кластер инвалидной застройки. Ну, это и жилье, зона как бы социальной адаптации инвалидов, она сама здесь напрашивается. Надо принимать решения, и чем быстрее, тем лучше, и строить, чтобы инвалиды уже имели свою, как бы, как это назвать, свой мир, территорию. И территорию. Да. Потому что облегчение жизни, оно сейчас очень-очень необходимо. Все эти программы, которые сейчас вокруг нас, они не работают. К сожалению, не работают. Даже вот очередь, которая мы стоим за земельным участком для улучшения жилищных условий, в народе зовется просто очередь длиной в жизнь. Это действительно так. Многие не дожидаются, программа не двигается, не работает. Поэтому здесь вот выход. Вот такой выход предлагает сама жизнь, инвестор и инвалиды. Чкалова 28, тут вопрос, скажем так, пока еще открытый, но сейчас УПК-3 закончилась уже срок аренды,
И стоят уже вопросы, что с ним дальше делать. То, что инвалиды там работают, сколько человек там работает, сейчас мы информацию уже дорабатываем, и должно выйти общее консолидированное мнение вообще, что на этом участке должно быть. Некоторые говорят, что те здания, которые там стоят, уже рушатся, но это мы будем констатировать только после экспертизы строительной, да? Что говорится, там раньше была типография, которая там и свинца там много. Это тоже нужно будет экспертизой определять. Ну и строители тоже должны определить, внести свое веское слово. То есть надо ли там все сносить или уже на имеющейся строительной базе что-то строить или что-то там организовывать. Поэтому там еще пока еще не все ясно, потому что решения нет еще. Пока готовимся к началу строительства, наверное, надо думать о нормативно-правовых актах, что там вообще будет, и нужны новые идеи. То, что вот министерство может предложить, это одно, а то, что общество инвалидов само будет предлагать какие-то направления новые, те же IT-направления, да, или какие-то другие направления, может, где-то мы не видим. И поэтому сейчас предложения мы ждем со всех, и не только от общества инвалидов, и от самого городского общества самого в том числе. Мы, конечно, не специалисты. Мы просто эмоционально настроены, и мы просто чувствуем, что деловой центр, он необходим. У нас есть право думать и решать, и реализовывать свои начинания. Нам нужна общая поддержка. Вот то слово, которое сейчас модно, консолидация. Инвестиционный проект, который позволяет без участия государственных вложений получить социальные объекты для инвалидов, развивает социальное партнерство государства. На сегодня инвестор готов к работе. В данной ситуации, когда законодательство по строительству жилья для застройщиков стало достаточно финансово емким, данное предложение инвестора уникально. Нам нужен деловой центр! У вас отчет или мероприятие. Нужно, чтобы увидели и оценили. Мы вам поможем. Прямая трансляция в интернет. Легко с одной камеры, красиво с 3 камер с компьютерной графикой. Телефон 8 914 2 753 111. Каждую неделю телепрограмма «Точка взаимодействия». Во вторник и четверг в 21:15 и в субботу в 14:15. Актуальные темы свободного СМИ. На телеканале «Россия-24» вся Якутия. На YouTube-канале «Округ ТВ» вы можете увидеть то, что пропустили.